ну, в Украине нету одного голоса. То есть они как бы ну, не рассчитали то, что сейчас власть, которая, она не имеет четкого понимания и четких действий вот, ну, по одному действию, по второму, по третьему. То есть у них там они думают, До сих пор думают про нас как про себя. да, они вообще думают, у них же нету таких вот, ну, как бы опыта ни военных действий, ни государственного управления. Не только учатся. И поэтому... Я думаю, вы про русских говорите. Не-не-не, про наших, про наших. Они же думают, что наши, вот как один, вот как раньше, тот Порошенко, он воспринимал, что он это Украина, и он, ну, как президент, и он, значит, ну, когда договаривается, то это примерно мнение Украины. Но они Януковича Украины считали. Да, Я имею в виду... Янукович тоже, кстати, себя считал хозяином, это сам. А Зеленский сейчас, ну, как бы коллективный. То есть есть там Ермак, там есть советники, есть сам Зеленский, и они как бы принимают решения не одним голосом, а у них есть разные мнения. И по таким важным вопросам у них нет четкой позиции. Поэтому нет четкой позиции по обстрелам, например, на Донбассе. То есть нету никакой артикуляции, потому что они думают, ну это же разозлит Путина, а мы же с ним идем в переговоры. Путин сейчас добрый, да? Нет, так это же, я говорю, это ход мыслей. Вот. И когда такой ход мыслей, конечно, тут сложно в этой всей ситуации для русских даже. Вот они сделали больно, а тут бардак. То есть тут нету, тут они не понимают, что там больно. То есть, тело под анестезией находится. Да, вот именно так. То есть оно не будет реагировать. И им, ну, я не знаю, что там надо сделать, там, ну, какой там теракт там, или еще что-то, чтобы тут хоть как-то отреагировать. Потому что даже если будет очень катастрофическая ситуация с крымскими татарами, то они все равно будут в анестезии. Вот они, вот это русские пока не понимают.